Всем привет, ребят! Сегодня 20 число, 20 сентября, 4 часа утра сейчас. На улице сильнейший туман вообще. Ну, дождя вроде как нету, но такая сырость на улице. Все-таки я решил поехать на первую избу. Поеду один, будет одиночный поход, даже собак с собой не буду брать. Будет тихая охота такая на уток, там шума не надо. И самое главное нам добраться до избы, а там уже хоть какая погода будет, будем охотиться, рыбачить. А как все будет, буду снимать и показывать. Так что надеюсь, вам понравится. Сейчас я буду загружаться. Вещи загружу, также возьму маленькую лодку, как и говорил на стриме, и поедем. Что получится, посмотрим. Приятного просмотра. Вот такое количество вещей тут. Полная кабина у меня. Тут торчит лодка. И здесь еще пила. Еще какие-то вещи по мелочи. Короче, загрузился. Поехать. Фух. Еще темно на улице. Чуть-чуть уже начинает расцветать. Дорога будет трудная, сразу скажу. Сейчас дожди сильные были, а там я летом застревала, не знаю, даже представления не имею, как я буду там ехать. Посмотрим. Домкрат с собой есть, пила есть, если что. Видимость минимальная. Плотный туман. И не знаю, как в тайге. Вот сейчас с фарой я еду, и раньше из кустов выскакивали зайцы. Все время там под колеса даже лезли. А сейчас 100 километров ты проедешь, и на 100 километров может быть единственный заяц. Есть и все. Подъезжаю к пилораме. Тут круглые сутки работают. Тут прям какое-то наводнение. Здесь горбыль настилан. Вообще ручей не течет или что тут произошло вообще? Нифига себе тут озеро. Сейчас Батыр тут ездил, лес вывозил. Думаю, еще темно, чтобы что-то поснимать там, но, блин, дорогу начали убивать тут. Пипец. Что такое, блядь, поперек дороги? Четверка, что ли, какая-то? Четверка стоит. Застрял. Ну да, застрял. Куда он едет? Кто это такой? В такой машине собрался. Опа. Вроде как я понял, понимающий человек тут ездил на лесовозе по одной стороне дороги.
Конечно же, для маленьких малышей, как моя машина, надо оставить дорогу. Не по всей трассе там туда-сюда, на вездеходах ездить, на больших грузах. Но этот участок, конечно, сейчас, который прошли, там не очень хорошая. Дальше твердая почва. Тут сразу не испортится. Где-то еще с полкилометра до делянки осталось. О, бля. Гиблое дело в натуре. Тут мост, конечно, разве выдержал, тут больше грузов. Ну да, проехали. Бунты появляются. Баланс на дрова. Возле дороги разделывали лес. Не знаю, темновато, конечно, чтобы снимать, но как-нибудь в другой раз я днем, когда буду ходить или ехать, я подробно поснимаю. Ну и здесь уже вот делянка. Последний, вот, волок пробит. И когда последний раз я ехал, только тут боковую, он еще волок. Боковую свалили, а сейчас вот волока уже идут в тайгу. Там еще баланс. Жалко, конечно, что от села вообще близко. Так что каждым годом все ближе и ближе дают делянки от села. Я еще показывал, как я грибы собирал, а будут года, что с того леса, где я ходил, искал грибы, там одни поля останутся, все вырубают. Ну, здесь уже дальше они не ездили, лесовоз. Один частник там ездил тут, заготавливал лес. Тут, в принципе, дорога должна хорошая быть. Так. Здесь я, наверное, остановлюсь. Что скрипит, шумит тут, или ремень там. Ага, ремень. Короче, я доехал до нужной точки. Здесь будет перекур и утренняя зорька. Еще вроде как не полностью светло стало, но самое то. Здесь я посижу, постою, может кто-то, какая-то утка будет летать. Удастся подстрелить. Да, надо выйти. Вообще полный штиль, нигде никто не стреляет даже. Где-то ниже. О, третий выстрел. Сперва 2 выстрела было. Потом вот третий. Не знаю, слышали, нет. А вода, уровень воды поднимается, оказывается. У меня лодка. Лодку я не поднял. Не сходил к речке вчера. Сейчас хотел дозвониться до знакомого и тоже не могу дозвониться. Связи нет вообще. А вот появилась.
Сейчас попробую. Связь будет, не будет. Не ловит. Гудки не идут. Возле песка второй раз уже всплеск такой хороший был. И думаю, там хариус. До дому не дозвонился, до знакомого. Связь не ловит, Теле2. Тут недалеко вот за этими елками озеро. Сейчас схожу, проверю озеро. Вообще вот так нету перелета никакого, ноль. И не стреляют нигде, даже на болоте, где озеро большое. Там в круглые сутки дежурство сейчас осенью. Охотники всегда там сидят. Северная утка пока, видать, не летит. Где-то примерно 1 октября они пойдут. Это местные сейчас улетели. Надо сходить, озеро проверить. Тишина. Следы лодки. Видать, тут рыбачили. Нету никого. Так, ладненько. Этим соснам, наверное, лет 5. Вроде как 5 лет уже тут сено не заготавливают. Примерно так. Машина тут тоже проезжала. Все зарастает. Луга вообще не останется. Ну. Кругом тайга будет. Да. Что поделаешь? Нет, так нет. Ты уже ничего не сможешь сделать, если просто надо дождаться. Дождаться северной утки. Это еще где-то недельку. Дней 10. Ну, в числах 1 октября, как и говорила. Толку я не вижу, что стоять дальше тут. Я надеялся кого-то тут увидеть, потому что здесь перелеты также бывают, когда утка летит и тут тоже идет. Но ниже, конечно, они
чуть, вот скажем, болото там, они напрямик вон ниже спускаются, но все равно, когда летает утка, она везде летает. Но сегодня тишина. Сейчас у меня другой телефон в машине. Надо мне дозвониться до дому. Я вообще не подозревал, что такая большая вода сейчас. Небольшая, а очень много уже становится. И за сутки, думаю, вообще, если до этого времени до лодки не дошло, сегодня точно дойдет. Надо мне перевернуть, какому-нибудь товарищу мне дозвониться, чтобы перевернули и подтянули лодку. И здесь я хотел 2 ночи переночевать, но думаю, сейчас за сутки сколько вода придет. Если много воды будет с этого озера, где вот я приезжал, но сегодня не показывал, там, короче, с реки вода заходит на это озеро и там дорогу заполняет все водой. Вброд не перейти потом. Вообще погода-то дает о себе знать. Полноводье начинается снова. Старенький Nokia. Вот. Вот это телефон. А смартфон это игрушка для дома, скажем. А чтобы если ты в тайгу поехал и куда-то дозвониться. Нет, мы сейчас с первой избы с Денисом, у него смартфон, у меня смартфон. Звонили, не дозвонились, короче. А МТС сейчас Nokia, он ловит, блядь, везде. Он сразу уже сеть появилась. Сейчас. Так, я уже и подзабыл, как пользоваться, если честно, блин. Где эта книга-то? А вон она. О, блин. Тут и у меня номера нету. Я этот номер, конечно, не люблю светить там. Никому не звоню. Но приходится сейчас в данный момент. 8 904 8 6. Так. Твою дивизию, блядь. Опять куда-то деньги ушли. Со счета опять уже деньги ушли. Ой, грабеж. Ладно, доедем до избы, там уже будем разбираться, что и как. Вроде в личном кабинете все уже настроил, там платные услуги, там интернет подключают, блядь, без согласия клиента. Бесит, прямо такое. Зачем так делать, не понимаю. Опять деньги нету, чтобы дозвониться. Перед каждым походом надо проверять баланс. Я вчера и не подумал насчет этого. На вторую избу сколько раз не поеду, начинаю звонить, там нету денег, блин. Одна и та же картина у МТС, блин. Грабители полные. Вот. Ладно, мы здесь до сюда половина пути. Самое сложное у нас впереди. Ну, наверное, стоять не будем. Поедем до избы и будем проверять там озера, там. А перелета нету. Только надежда на эти на озера. Сейчас я в чехол закину ружье и путь.
охочусь. Сегодня у меня двустволка. Двустволка для науток, конечно, хорошее оружие. Но 20-й калибр, как вы знаете из подписчиков, старое ружье, но надежное. Как по мыльной дорогой ездишь, да. Туда-сюда кидает. Проверю дорогу, куда эта тропинка идет. Потому что там колея очень глубокая. Не удержать мне машину. Скинет и все, на моста я сяду. Сейчас я гляну здесь, что за тропинка. Здесь старые колеи были, конечно, но не, здесь лучше. Да. Здесь я проскочу хоть этот уголок, срежу. Да, хорошая тут. Ага. Ну, здесь немножко чуть-чуть терпимо. Да. Здесь до сюда можно проскочить, а там еще, конечно, будет. Там также буду проверять, но сразу я не залезу в грязь, потому что вагон времени не потеряешь. В прошлый раз я здесь где-то буксовал, на мост тоже, вроде и колеи нету, на мост сел и сидели мы. Здесь я проеду, там потом перейду, и здесь все хоккей. Здесь дорога хорошая, оказывается. Там где-то собака лает, избушка заречье там. Глупо, конечно, с моей стороны получилось. Плохо, что я вчера дома сидел и не сходил к лодке. Сейчас вот все время в голове одна и та же тема. Надо поднять лодку, чтобы не уплыла. Так-то у нас народ понимающий, друг другу помогаем, если, скажем, лодка уже становится в воде, всегда друг друга подтягиваем. Спускать не обязательно воду, а из воды надо подтянуть. Так, ладно, сейчас я здесь чуть-чуть задам и там проедем. Дорога хорошая там, оказывается. Страшные, блин. О, блин. Вот тут надо перейти мне дорогу любым путями, потому что мы пилоты. Не банаш. Снова надо проверить, как ни крути. Лучше проверить. Знаем, что такое буксовать. Так. Здесь взять. Тырым-пырым. Вот тут. Потому что с левой стороны там колея тоже глубокая.
О, там вообще жопа она. Как-нибудь здесь. Так. Здесь проеду я уверен. Да. Вообще великолепно проехали. Да. Мост через речку. Так, опа. Куда поехал? Куда поехал? Пипец. Воды-то сколько. Смотрите, как идет. Вообще поднялась уровень. Но у нас в запасе где-то метр воды на УАЗике, чтобы обратно проехать. Надеюсь, ручей сразу там через дорогу не затопит. А про таежную речку, там, чтобы рыбачить на мелкие речки, куда я езжу на восходе, в этом году я точно скажу, туда не поеду. Воды море, во-первых, и дорога там вообще не проехать. На мотике. Кругом беда, одним словом, блядь. Везде тупик. Вот, еще два участка таких нехороших, и в принципе мы уже на избе будем. Здесь тоже, только с правой стороны, если проеду, там вообще гибель. Даже и разговора нету, чтобы туда лезть. Тут очередное озеро. Надо проверить. Слетела утка. Утка взлетела. Вроде кряква была. Больше не вижу. Да и туман, блин, путает. Здесь где-то в траве он сидел. Ладно, схожу еще на тот конец.
хорошее озеро. Может, где-то в траве они сидят. Очень даже может быть. Кряквы они хитрые. Могут издалека выскочить. Можешь ты там до 2 метров там подпустит и не взлетит. Или ты развернешься и взлет такой. Частенько такое бывает. Но из-за тумана издали ничего не видно. Скажем, волны так особо тоже не увидишь, такой туман. Но красиво. Все красиво. Вот так вот. Второе озеро. Ну, хоть одна утка тут была в том конце, где наша машина. Это хорошо. Есть какая-то надежда. Гильзы 12 калибр.